Сегодня мы будем разговаривать о научно-образовательном центре «Север». И у меня в гостях директор межрегионального проектного офиса НОЦ «Север» Евгений Колганов. И вообще удивительно то, что этот НОЦ объединяет несколько регионов, которые находятся далеко от Москвы, но встречаемся мы в столице. Почему? Когда губернаторы тоже думали, где его открывать, в Якутске, в Анадыре или в Магадане, в конечном итоге они поняли, что чаще всего они могут пересечься все впятером именно в Москве. Именно поэтому было принято решение открыть межрегиональный проектный офис, да и здесь ближе к министерствам тоже, к индустриальным партнерам, почему бы и нет. Поэтому открыли именно в Москве, и мы находимся на площадке постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. Почему НОЦ «Север» называют центром мирового уровня? Потому что мы обеспечиваем технологический суверенитет, либо стремимся. Наши технологии направлены на то, чтобы обеспечить кооперацию между индустриальными партнерами, наукой и образованием. Все для того, чтобы технологии работали и жили на благо жителей наших регионов, жителей нашей страны. Можно ли говорить о каких-то успехах уже? Вот все-таки образование НОЦ прошло не так много времени. У нас более 50 технологий, и все они находятся на разных уровнях технологической готовности. Где-то это идея, которая постепенно обрастает конкретными практическими решениями. Где-то это уже вполне себе прикладное решение, которое можно внедрять непосредственно на производстве. Прошлый год показал, что многие технологии, они уже реализуются, их уже можно передать населению, людям или бизнесу. И да, у нас достаточно большой перечень практик, которые уже можно пощупать, потрогать или увидеть. А ты можешь рассказать конкретно, что можно пощупать и потрогать? Конечно. Например, представим такой сюжет. Произошел разлив, не дай бог, нефти где-то. И учитывая то, что наши технологии направлены именно на северо-восток нашей страны, это в том числе арктическая зона, обычные нефтесорбенты, которые применяются, они обычно при минусовой температуре достаточно быстро гибнут. У нас в Якутии вырастили свои собственные настоящие нефтесорбенты, которые при минусовой температуре и при супер низких температурах, они не то что не умирают, они еще и продолжают поглощать нефть. Поэтому для таких случаев неприятных, но тем не менее они бывают, можно применять наши продукты. Продукты, разработанные одним из институтов-участников НОЦ «Север». Давай тогда поговорим с тобой о 2022 годе. Какие главные итоги можно подвести? Говорить об итогах, наверное, пока рано, потому что мы измеряем нашу эффективность. У нас есть определенные показатели, по которым мы смотрим на программу эффективности. Они были заложены еще в далеком 2021 году, когда мы только-только выигрывали нашу заявку на НОЦ мирового уровня. Соответственно, сейчас мы можем говорить о том, что сменился фокус технологий. В прошлом году произошли различного рода события, и мы должны понимать, что программу вот тогда давным-давно писали не с учетом этих изменений. Естественно, наши технологии были перефокусированы в части импортозамещения. Естественно, появились новые вызовы, которые сейчас более актуальны для индустриальных партнеров, нежели были раньше. Поэтому программа сейчас изменяется. У нас есть пул импортозамещающих технологий, которые внесены даже в перечень Минпрома федерального. Можно говорить о том, что мы сейчас находимся в тренде. Но все это первые шаги. У нас есть достаточно амбициозные планы, и в ближайшем будущем мы планируем войти в топ-5 НОЦ мирового уровня для того, чтобы самую большую часть нашей страны, это все-таки Северо-Восток, Дальний Восток, обеспечить технологиями, технологическими решениями актуальными для этих территорий. Уточняющий у меня вопрос. Давай объясним, что такое НОЦ. НОЦ, во-первых, мы НОЦ мирового уровня. НОЦов много. НОЦ мирового уровня всего 15. В России? В России. Не уверен по поводу мира, но тем не менее это программа, которую сделал Миннауки и высшего образования. Хорошо, дальше. Другая плоскость. Участники. У нас есть 3 категории участников. Это индустриальные партнеры, или так называемые организации реального сектора. Это те, кто финансирует, те, кто заинтересован, те, кто внедряет потом эти технологии. Второй блок организаций — это организации научные. Это те, кто разрабатывает технологии, те, кто видит проблему, понимает, переделывает это все на свой язык, осуществляет все действия для того, чтобы проблему или сложность преодолеть или решить.
и образовательные организации. Да, здесь есть научный блок, потому что молодые ученые выходят из университетов, но есть еще и очень важная кадровая составляющая, потому что есть заказ, этот заказ был удовлетворен, появились новые высокотехнологичные места, появились новые запросы к компетенциям тех кадров, которые на этих местах должны работать, с этими технологиями должны работать. И, естественно, кто, как не образование, обеспечит выращивание кадров, обучение кадров, подготовку для этих мест. Поэтому получается замкнутый цикл, который с каждым шагом, с каждым годом призван увеличивать доверие со стороны каждого из участников и усиливать эту цепочку взаимодействия. Что такое НОЦ? НОЦ — это объединение. Нельзя сказать, что мы консорциум, это все-таки юридическая, да, некоторая форма. Нет, мы не юридическая форма, мы скорее экосистема, которая позволяет усиливать каждого из участников этой экосистемы. Без бизнеса никуда. Насколько сложно происходит кооперация науки и бизнеса? С какими проблемами приходится сталкиваться? Сложно вызвать доверие, потому что первый запрос, который мы увидели от бизнеса, когда пришли к нему, тоже не буду называть организацию, возьмите технологию, вот она уже существует у наших коллег в Европе, пожалуйста, скопируйте ее или там выкупите, привезите, поставьте нам. Мы готовы сотни миллионов рублей за это заплатить. Но бизнес не готов играть в долгую зачастую. Он не готов инвестировать на различных стадиях уровня технологической готовности продукта, потому что непонятно, это же гипотеза, это же научное исследование, выгорит оно или нет. Именно поэтому мы продумали варианты по софинансированию. Софинансированию из средств федерального гранта и из средств региональных бюджетов. На текущий момент времени в Республике Саха-Якутия есть программа региональной поддержки науки и технологий, она называется «Комплексные научные исследования второго этапа». В прошлом году мы попытались на условиях софинансирования провести некоторые работы. Вот этот вот самый рисковый блок, который непонятно, он включится или нет, он закончится успешным испытанием или нет, может профинансировать регион. И тогда оставшийся блок, когда уже бизнес точно верит в то, что данный продукт будет жить, он финансируется непосредственно индустриальным партнером. Обычно такое соотношение варьируется, но мы в прошлом году предлагали 30/70. 30 регион и 70% от суммы делает бизнес. Поэтому доверие, конечно же, это самая такая сложная и самая важная черта, на которую направлена наша экосистема. Если говорить о будущем, о наступившем 2023 годе, какие задачи ставятся перед научно-образовательным центром? Мы хотим действительно быть в тренде, и мы хотим, чтобы наши технологии были актуальными. Именно поэтому сейчас, в феврале, будет объявлен конкурс технологических проектов НОЦ. Мы планируем проехать с таким роад-шоу по всем регионам, участникам НОЦ Север и посмотреть, найти те изюминки, те сильные проекты, которые могли бы усилить нашу программу НОЦ и могли бы действительно направить новые усилия, новые технологии на решение новых актуальных задач, которые свойственны для северо-востока нашей страны. То есть НОЦ выбирает только те проекты, которые будут востребованы именно на северо-востоке страны, или вы не ограничиваете себя этим? Мы не ограничиваем себя партнерами, потому что в числе наших партнеров, например, МГТУ имени Баумана. Буквально неделю назад мы проводили встречу с Росатом и дочерними компаниями, которые заявили о глубочайшем интересе, да, были в восторге и были готовы также включаться в эту работу. Но мы должны не забывать, что миссия нашего НОЦ — это ускорение трансфера технологий. Ускорение трансфера технологий где? На северо-востоке. Мы единственный центр на северо-востоке нашей страны. Если в других разработках будут принимать участие наши ученые, мы будем, естественно, счастливы и будем делиться нашими технологиями, рассказывать о наших знаниях, наших наработках. Но прежде всего мы должны фокусироваться на тех территориях и тех людях, которые живут на этих территориях. И все-таки Северо-Восток — это самая большая часть нашей страны, поэтому я думаю, что объем, масштаб задачи, он достаточно большой. Разные регионы, разные научные образовательные какие-то центры. Как идет взаимодействие между ними? Это очень хороший вопрос. Мы тоже задумались, провели анализ и увидели, что, оказывается, мы по некоторым кластерам, по некоторым направлениям
движемся параллельно, потому что есть у многих и агробиохимия, у многих есть арктические территории, да, работа с ними. И, естественно, мы сейчас стремимся к тому, чтобы заключать соглашения и вести эти направления не параллельно, а совместно. Таким примером совместного ведения может быть соглашение с Кузбассом, которое мы подписали, НОЦ Кузбасс, буквально в декабре 2022 года, под занавес уходящего года. И в марте, когда мы будем проводить международный климатический форум, мы также запланировали ярмарку-выставку технологий, НОЦов, которые связаны и работают над какими-то арктическими решениями, арктическими проектами. Поэтому там как минимум будет представлен НОЦ Север и 2 других арктических НОЦа, тоже мирового уровня. Ты уже упомянул о международной конференции, которая пройдет совсем скоро по изменениям климата, по таянию вечной мерзлоты. Расскажи немного про нее и какие все-таки главные вопросы там будут подниматься. Задача, она покрывается сразу с разных сторон, потому что, с одной стороны, мы привлекаем внимание политических элит и больших международных экспертов. Этому будут посвящены наши пленарные заседания. С другой стороны, конечно, научно-практическая конференция, где все эти сложности, проблемы, вопросы будут обсуждаться, и как вишенка на торте, решения, которые будут вынесены, они будут направлены непосредственно руководителям регионов, да, и будет обеспечен соответствующий административный ресурс. Помимо этого, мы также предусмотрели блок популяризационный. То есть обычные люди, которые слышали об изменениях климата, читали только в статьях или где-то слышали, видели в видеофильмах, они придут и от ученых, и от медийных личностей из первых уст поймут и смогут задать вопросы, а что же действительно на самом деле происходит, насколько это важно, опасно, или же наоборот не стоит беспокоиться и просто стоит жить и наслаждаться жизнью. Ну и, конечно же, мы предусмотрели, как я уже говорил, ярмарку технологий, НОЦ, которая позволит не только найти индустриальных партнеров, но и в том числе лишний раз показать людям, что наука близка для них, и наука — это не что-то супервысокое и супердалекое. Это, в принципе, достаточно прикладные вещи, которые могут помочь человеку уже сегодня. Сколько нужно времени для того, чтобы идея, которая зарождается, да, в уме ученого, достигла потребителя, обычного человека? Все зависит от этой идеи и от того направления, где это работает. Где-то такой цикл может насчитывать 3 месяца, где-то и 4 лет не хватит. Если сейчас открыть программу НОЦ Север, то будет видно, что некоторые проекты, они по 1-2 года на одном и том же уровне технологической готовности находятся. Не потому, что там никто ничего не делает, а потому что это сложная система, но зато она затронет сразу жизни большого количества людей. Или она даст более-менее универсальное решение, которое можно будет потом уже внедрять. Более того, у нас технологии входят на разных уровнях технологической готовности. Не обязательно все стартуют с одной точки, как на скачках, да? Нет, кто-то входит где-то в середине, подключается, да? Кто-то уже ближе к концу. И это как раз позволяет нам каждый год показывать новые технологии, рассказывать о них, и доказывать свою значимость. Вот нас посмотрит какой-нибудь уникум и захочет предложить свою идею. То есть это можно спокойно сделать, то есть обратиться в НОЦ со своей идеей. notsever.com, заходите на сайт, там есть кнопка «Подать заявку». Более того, с февраля начнется полноценный прием заявок технологических проектов. Заполняете форму, отправляете, и вуаля. Если это работает на один из наших кластеров, у нас их всего 5, их тоже можно увидеть на сайте. Если это изменяет жизнь к лучшему, если это способствует ускорению трансфера технологий, то почему бы нет? Конечно, добро пожаловать в НОЦ. Спасибо. Спасибо.